Гость нашей передачи – очень известный человек, наш сородич Николай Атласов, который является бренд-шефом этнического ресторана «Усадьба Атласовых», где и состоялась наша встреча. Для начала мы побеседовали о том, как же начался его путь к высотам кулинарного мастерства, ведь Николая Атласова везде представляют как бренд-шефа Якутии. Вообще первый раз с кухней я связался в армии. Там была поговорка: если хочешь быть здоровым, то служи возле столовой. Вот. И вокруг да около ходил рядом с кухней. Вот. И, соответственно, потом уже поменял повара, кока. У нас, я служил в морчасти пограничных войск на острове Шикотан. И на корабле подменил вот кока. Вот. А там по званию был старшина первой статьи, командир артиллерии корабля. Вот, боевой части 2, так назвать. Скажите, а вообще, как проходила ваша служба в армии? Почему вы попали именно в морфлот? Это же как бы очень одна из таких частей армии, очень такая, скажем, элитная, что ли? Ну, так получилось. Как раз жизнь, когда дает шансы, мы как-то вот ровно подпадаем под ситуацию, и как жизненный путь именно начался с армии, получается. Вот, и попал как раз сначала учебка, находка, потом оттуда уже на часть. Это вот Курильские острова, остров Шикотан, морские части пограничных войск. Вот. Чисто сухопутный человек в центральной Якутии. Как вам море показалось? Не слишком страдали там? Очень страдал, очень страдал. То, что живешь на корабле, всегда на море. И первый раз, когда вот с учебки до военной части, это была жесть. Просто там волны большие, Тихий океан, не кушаешь 3 дня. Вот. А потом, когда уже на землю, на остров высаживаешься, как будто остров тоже качается. Конечно, заболел, потом краснухой заболел, аж даже детской болезнью. И потом уже обратно на часть пришел. Вот. И конкретно долго служили? Я служил 2 года, как раз 3 года уже закрыли, на 2 года осталось, и на 2 года как раз отслужил. Вот. А после армии чем начали заниматься? Вы же не сразу начали? Не, приехал сюда папе, маме помогать. Вот. И тут получилась ситуация. В начале 2000-х очень много ресторанов открылось по городу. А работников было мало, соответственно. И люди друг у друга нанимали работников. То есть работники ходили там, где платят больше, там открылся, тут открылся. И тут мне предложили то, что мы уже банкет взяли, а повара сказали то, что или оплачиваете мне какую-то сумму большую, или мы уходим. А у нас так не выходило, то есть даже не минус, как поработаешь. И ушли, короче. У нас денег тогда не было, и тогда папа с женой, моей женой, решили втихаря поговорить с Иннокентием Тарбаховым, а тот согласился, и начали прям: Коля, тебе надо учиться. Ты должен быть, если ты предприниматель, ты должен знать, как изнутри ситуацию, и возьми это в руку. Папа у нас строит, мама алгыс-обряд, сестренка играет на хомусе. А твоя задача кухня. Бизнес поднять. Кухонный бизнес поднять. Я пришел к Иннокентию Тарбахову, где-то 2 недели научился, он все показал полностью, от холодных цехов до горячих блюд я работал там. Плюс калькуляция, как техдокументацию делать, все полностью научил меня. Я пришел к отцу и скажу: ну что, начнем? А тогда у нас вот обычные бытовые, как домашняя кухня была, там столы со скатертью и так далее, там так работали, холодильники бытовые. Но и когда Иннокентий Тарбахов показал, как должно быть вот именно в Тыгын-Дархан ресторане, и оттуда начался мой путь.
Потом вторым шагом я дальше учился, приглашал московских шеф-поваров. Они приходили, меню мне делали, и я с ними вместе работал. И так где-то 3 шеф-повара за 2 года пригласил. И учился у них параллельно. Ну, такой путь быстрый, экстренный, можно сказать. Ага. И потом уже вот в «Вкус Якутии» конкурс начал участвовать сначала. И даже если сейчас картинки посмотреть, первый «Вкус Якутии», там была такая штука. Чем столы больше накрыты, тот и побеждал. Вот. А сейчас наоборот идет. То есть, чем философию мы задаем в каждом блюде и рассказываем про эту философию, вот это уже интереснее. То есть, какие-то техники. Качество, наверное, уже. Да, качество. То есть, если раньше люди просто ели, то есть просто стол набитый, тем больше есть, значит хорошо было. А сейчас более изменилось, то есть жизнь изменилась. Надо фотографировать блюдо, прежде чем есть. Она должна быть красивой снаружи. А внутри тоже должна быть с какой-то изюминкой. И, соответственно, рассказ про это блюдо. И сейчас я уже 3-й год подряд председатель жюри на «Вкус Якутии». А также уже 2-й год председатель жюри строганина. Наша передача продолжается. Бренд-шеф Якутии Николай сейчас покажет нам блюда, которые можно быстро приготовить к новогоднему столу. И я предлагаю такую вещь показать, которые, в принципе, это банальные, простые вещи. То, что есть, ну, если не в центральной Якутии, то в северных улусах эти блюда постоянно есть. Изобилие, можно сказать. И что можно из него приготовить не просто подал, а именно красиво подал. Потому что я считаю то, что, как говорится, красота спасет мир. То есть каждое блюдо сейчас должно быть очень красиво. Это новые тенденции. И мы будем из обычного блюда как можно красиво сделать по-современному. Чтобы было и просто, и в то же время вкусно. Да. Вот. Давайте начнем. Начнем. Чанко. Соответственно, ну, это уже кто как умеет, кто ножом. Здесь я поработал пилой. Вот. И разделили на 2 части, да? Кости. Кости, да. Тут у меня получается мясо сахатово. Мы его соединим вместе, да? И делаем такое простое блюдо. Выдавливаете костный мозг. Да. Костный мозг. Вот костный мозг, кстати, одно из изысканных блюд у народов Севера. Да. Это любимых. традиционные блюда. И я просто не хочу здесь полностью менять всю концепцию. Пускай вкус остается вкусом. А будем просто некоторые детали. Может, кому-то идея придет. Скажет, да, давай попробуем так, да? То есть это здесь может не обязательно сахатина, это может быть это оленина, а также можно быть и жеребятина. То есть мы нарубаем его на тонкие кубики и просто соединяем. Добавляем соль и перец по вкусу, и будет счастье. Будем надеяться. Ага, ну вот конкретно возьмем это костный мозг. Вы его как часто используете? Я постоянно использую в гастрономических ужинах. Именно и сырую, и приготовленную, да? Она имеет очень такой, как усилитель вкуса работает в любом блюде. То есть, если мы его сейчас перемешаем с какой-то зеленью, она заиграет новыми красками. Возьмем такую зелень. Ну, это вместо него можно просто укроп. А это что за зелень? Это микрозелень называется. Она уже даже в арктических районах уже имеется. То есть люди уже частные маленькие предприятия дома себе выращивают и уже подают, получается, да? Так, кто как любит.
Я сюда добавлю еще чесночка. Давайте еще добавим чуть-чуть мяса. Вот костный мозг у ивенков называется уман. Его же издавна прямо охотники, когда приезжают из тайги, и самое первое, чем угощают своих близких, вот это костным мозгом. Потому что он уже добывается как бы из этих. Как звучит, как в Японии умами. Это Да? как усилитель вкуса Да? называется. Ага. А это уман называется. Мгм. Наверное, от этого слова и прошло. Всё? Все возможно. Мгм. Ага. И я помню, я сама в детстве очень любила уман. Он бывает же иногда твердый такой, а иногда бывает мягкий, да, Мгм. вот такой вот. И который мягкий, он вообще очень нравится. Так что это все, Да. я надеюсь, всем понравится такое блюдо. Да, это все очень просто. Мгм. То есть, опять же, сделаем и потом добавим просто красоту и все. Мгм. А, кстати, вот вы говорите, что вы используете костный мостик, да? А кто вас им снабжает? Или вы где-то покупаете? Ну, я как раз вот в основные поставщики, у Мгм. кого что-то есть, то, что на продаже не идет, они предлагают мне. И я, получается, использую эти продукты. Стараюсь то, что если есть у народов севера, ну вообще в Якутии есть такое поверье, то что если мы, допустим, рыбак, охотник что-то добыл, вот, то он распределяет между своими родичами, Да. соседями и так далее. А если он просто возьмет и это все пропадет, то в следующий раз баяны не даст. Вот. Мгм. Соответственно, вот эта же философия осталась в еде. Мы должны использовать все максимально, то есть вплоть до того, что там хвосты, глаза, Мгм. мозги, язык, кровь, черная кровь, белая кровь. Все используете. Все нужно использовать, да. И как раз моя тема, чтобы я именно вот по вкусовым сочетаниям сделать так, чтобы она понравилась многим людям. Мгм. Ну, это даже хорошо, что они вам все предлагают, потому что у людей, у северян издавна был такой обычай, вы сказали, дарьильный, называется он немат. Ага. Обязательно угощать должен, да? Обязательно с людьми делиться, Да. только тогда придет, так сказать, охотничий. Да, да. Удача. Вот. Синкен. Синкен, да? Запомните. Угу. Всё запомнил. Так что Вот, наше блюдо уже практически готово. Осталось его сервировать. Сервировка один из самых главных у нас. Ну, у меня точно главный, Мгм. потому что, как я говорил, люди уже Да. начинают уже фотографировать, как все это подавать. главное увидеть, да, изысканность блюда, как оно смотрится, да, Да. как видится. И опять же надо показать, что она таежная, Мгм. то, что она ест, где обитает, камни, Мгм. Тайге. тайге, да. Ну вот, и перемешиваем. То есть получается у нас растительное масло сейчас работает в том, что она смешивает вкус. Мгм. То есть вот зелень, которую мы положили, соединяет мясо с Мозгом чонком, костным. да. Мгм. И а соль, она как бы уже фиксирует вкус. Мгм. Тут она работает в этой сфере. И уже более интересно, да, смотрится. Ага. Это не то, что там просто на тарелке лежит, да? Да. А это уже действительно видно, что да, не просто мясо там с чем-то, а именно шедевр кулинарного искусства. Да. Изысканный. А, ну вот, допустим, да, Мгм. мы подали его вот так. Мгм. Красиво же. Ну да, красота же. Такое даже есть жалко. Все банально просто. Та же система, та же есть.
И мы сделали чуть красивее. То есть у нас мясо добавило красного цвета, чонку белого цвета, зелень зеленого цвета. У меня философия такая есть. Еда трех миров называется. Это нижний мир, средний мир и верхний мир. Нижний мир – это все коренья, рыба и так далее, все это еда нижнего мира. А средний мир – это уже травы, мясо, птицы, это уже средний мир. А верхний мир – это эфир, это бесконечность. И все стремятся туда наверх. Вот. И когда гармония трех миров есть, то это идеальность. То есть все на тройках держится. Как русские говорят, троица. Да. Раз, два, три. И в блюдах тоже вот эти три мира должны быть в тарелке. И тогда, когда мы соединили три мира, и получилось у нас очень хорошо. Первое блюдо мы уже приготовили, Николай. Мгм. А теперь что еще вы нам предложите? Так, у нас осталось мясо еще, да? Мгм. Мы еще сейчас добьем чуть-чуть. И сделаем из кровяной колбасы. Мы, получается, взяли саму кровь, да? Из него будем... Ой. Это будем использовать как соус. То есть кровяная колбаса в виде соуса. Ага. Да? Тоже можно Да, использовать. что-то новое. То есть, если на столах у нас должны быть тарталетки, то мы сейчас его сделаем, да? Да. Так, вот это субай, белая кровь. Ага. Ага. То есть Она без уже кожи. как бы уже отваренная? Да, или что? отваренная. Получается, я его делаю не с кишками, а беру мисочку и на водяной бане готовлю. Ага. Мгм. Она, во-первых, хорошо, что не лопается, и тоже интересно, можно уже добавлять. А это черная кровь, которая остается после, да, как белая кровь. И из него добавили туда, сначала приготовили, а потом блендером взбили, добавили чесночка, приправы, и получился у нас такой соус. Это ваше, как сказать, Изобретение. изобретение, да? Да, у нас, получается, собрав вокруг себя шеф-поваров с республики, у меня 5 шеф-поваров. Это с ресторана Азимут Денис, Станислав Каратаев, это шеф Тейбл. Есть еще Власов парень, шеф-повар с Чаплина. Вот я. Я также совсем забыл Антона, это шеф-повар Мусхая. Вот, это в нашей команде. И мы вместе всё мы вместе с ребятами придумаем, вот, открыли лабораторию вкуса, и здесь, получается, мы работаем. То есть после работы собираемся, как гаражная тема, и начинаем обсуждать, да, что есть и как это можно приготовить, какие вкусы можно добавлять. Вот. Ну, это же очень хорошо, да, вместе уже что-то. Да, Которые Да. сырое. да. Не сырое, а обработанное холодом. Да, уже готовое как бы. Да. Теперь я буду знать, что ничего сырого не бывает. Все Да. уже как бы готово, но на холоде. Сам холод приготовлен. Вообще, когда человек рождается, Бог все равно, оказывается, есть и видит, что ему надо. Допустим, если у нас зимой в некоторых районах вообще солнце не выходит, соответственно, придумывают под него блюда. Та же блюдо наша строганина и так далее. То есть они вот этими, получается, все свои витамины и оттуда берут. Ага. Ну вот, детская игрушка старинная якутская, когда на столе играли. Вот, и сейчас я из него сделал тарелочку такую. Ну, это она как бы корова такая. Да. И мы можем просто вот так подать. Все очень Это- быстро и просто. Все
Гениальная просто. Да. И красиво, и интересно. Вот. И надеюсь, быстрее. Конечно, будет вкусно. Николай приготовил нам холодные закуски, а сейчас мы приступаем к горячим, да? Да. Что мы приготовим? Ряпушка. Различных вкусов по-разному называют. Кюндепка. Вот. И мы сейчас начнем ее готовить. Ну, вы, наверное, остановились на ряпушке, потому что она самая такая, да? Доступная. Доступна для северных регионов. Дается, Да, и для любого жителя. да, для любого жителя. И она, можно сказать, серебро нашей республики. Вот. Даже я сравниваю, когда наш олимпийский чемпион Роман Михайлович, тоже же он Жиганска, и как раз Жиганск как раз вот и серебро Якутии. Да, а в Да. основном там же добывают ряпушку. Да. Вот. И некоторые говорят то, что вот та ряпушка вкусная, какой луз, какая река, какое озеро. Вот мое мнение очень простое. У каждого свое. То есть как его подавать и с чем его подавать. То есть с этим надо поработать. И уже можно какие-то очень хорошие, да, что-то хорошее приготовить. Да. А вы конкретно сейчас что будете? Сейчас мы будем его жарить. Вот в северных регионах я просто посмотрел то, что когда они жарят, они с костью жарят всегда. То есть, Да, мы все так жарим. Вот, а я хочу, чтобы она была бескостная. Ага. Вот. Ну, когда некоторые в ресторанах и так далее всегда ешь, и там без кости подают. Максимально сделать так, чтобы костей не было. Ну, конечно, как там Вот. в костях ковыряться. Да. И интересно тоже. И вот нужно так надорезать, да? Да. Будем филетировать. Раскроем как книжку И и очистим кости. это так просто делается, да, оказывается. Ну вот. Ага. Удаляем желчь. Она нам не понадобится в этом блюде. А что Вот. там других может у нас понадобится? Не, некоторые... Это же горечь. Да. Вот. Она полезна для здоровья. Вот, по идее. Почему нет? Но все в основном Все в основном удаляют. удаляют. Ну, зачем париться? Вот. И что? Это кость уже удалили или нет еще? Нет, не удалил. Я сейчас вот филе сделаю. Мгм. Потом убираю боковые. Ну, для этого нужен острый нож. Да, без... Чтобы тогда без всяких это самое. Вообще на кухне всегда должен острый нож. Потому что когда нож тупой, можно порезаться. А то есть мнение, что острым порезаться просто обычно говорят, что острым можно Нет, вот, когда ты знаешь, что там острое, то ну вот, уже бока взяли, вот эта сторона уже филе. Мгм. Вот. Теперь удаляем вторую сторону. Поэтому острый нож обязательно на кухне. Наоборот, когда она тупая, то можно порезаться. Теперь что-то твой нож опаснее, чем острый. Да. Потому что пытаешься резать, она не режет, потом делаешь какие-то движения непонятные. И в результате получается у нас Порезал. Или еще. в лучшем случае. В лучшем случае. И сюда. И как-то, да? И вот так сфилетировали. Так интересно, как это можно убирать. А мы мучаемся, там ковыряемся, как эти кости убрать центр. Ну, то есть праздничное блюдо, если мы обычно готовим, да, это неплохо, это хорошо, но, опять же, на праздничное блюдо можно, если мы заранее начали, допустим, 30-го уже все заготовки сделали,
а 31 просто собрали блюдо. Вот в чем секрет успешного Нового года. Ага, значит, заранее все подготовили. Да, допустим, тот же салат оливье и так далее, все уже надрезали, все уже порезали. А, между прочим, еще оливье можно по-северному сделать. Ага. То есть вместо мяса мы можем просто малосолку добавить. Рыбу, да? Рыбу, ага. И А она... все остальные ингредиенты? все остальные ингредиенты также. Но именно рыба, она раскрывает. Или же мясо дичи. Допустим, чубуку, вот этого, она мягкая такая. И потом его добавить, и она преобразится, салат, совсем в другую Уже сторону. как бы нетрадиционный, как бы чувствуется. Да. Ага. Ну вот. Филешка готова. Все. Если даже чуток надреза сделаете, то ничего такого. Ага. Страшного. Ага. Так, филе уже подготовили. Сейчас приступаем к следующему этапу. Николай, скажите, а голову все равно оставляем, да? Да, голова нужна для красоты, Ага. то есть она будет необычно смотреться, и потом еще для украшения она будет, как голова нам нужна будет. Ну ладно. Так, соответственно, солим. Как же без соли? Обязательно. Вот. Посолили, потом окутали. Как обычно. Да, мукой, чтобы именно, даже если мы чуток порвали, и она во время да, жарки она увеличится в объеме. То есть мука, и плюс мука хорошо горит, поэтому именно... Включите-ка, пожалуйста. Вот это. Нет? Подожди-ка. Значит, здесь где-то включили. Вот. Все. А теперь на минус. Да. Вот это. Все, есть. Пускай нагревается. Так, как жарим? Как? А мы просто наливаем масло. Растительное масло. Ага. И потом добавим туда сливочного. Некоторые просто, когда говорят о сливочном масле жарят, сливочное масло очень быстро горит. И поэтому она, то есть, не подходит. Поэтому мы разбавляем или 50 на 50, или 30 на этот. А вкус именно сливочного масла, она вкусная. Остается, Да. И вот такой лайфхак, можно сказать. Это кто? Сами вы придумали? Или Нет, это такое известно давно? Это известно давно. По идее, то, что тут человек придумал, не придумал, все люди придумывают, но кто-то его оставляет, то, что это мое, говорит. Тот, кто сказал мое, значит это его. А на самом деле уже многие думают, Уже давно. давным-давно известный факт, да. И все в основном шеф-повара именно так пользуются. Бывает то, что по маслу, там, если рассказать, да, тем отличие от других регионов наше масло. Да. Соответственно, этот климат, трава другая, другие витамины, соответственно, да. И молоко у нас получается более другого, более концентрированного, можно сказать. И опять же у нас по улусам, там Амгинский улус, Чурапчинский, вот, и у каждого есть свое масло. Вот, и вкусы разные. Верхоянское, допустим, вообще совсем другое сливочное масло. Ему, наверное, цены уже нету. Вот. Ну, и верхоянское, и мясо жеребятина ценится больше, чем остальные. Да, потому что там есть травы на горах, именно география и климат, соответственно, другие. Если мы, допустим, покупаем тот же белорусское масло, это совсем другая история. Но все, что натуральное, она дорого. То есть обычному человеку каждый день кушать это дорого. А в деревне это, или в улусах это нормально. Тоже мясо, чубуку. Тут порезал строганину. Какие деньги вообще? Вы о чем? Это мясо даже не продается в магазинах. У каждого в морозилке есть. Они же там добывают. Да, поэтому здесь она дорого, а там нормально. А вообще еще какие пряности вы используете?
Ну, пытаюсь использовать то, что у нас есть, и вообще обучаю то, что у нас есть, какие приправы у нас есть. В основном я еще и хвою использую, ели, вот, сосны, вот, вот чабрец, который у нас тоже растет. Летнее время, тут от сезона тоже зависит. Летнее время цветочки использую, листья смородины тоже очень хорошо идет. Хрен, вот, который на каждом дворе растет, его используют для соусов. А также ферментирую различные вещи. Допустим, тот же чебак колымский, моксун ферментирую. И уже в результате ферментации потом сушу его и потом использую уже для приготовления различных блюд. А скажите, а вот среднеазиатские, вот есть же такие пряности, которые вы используете? Ну, время от времени. То есть, да, допустим, я же не всегда, допустим, вот наши традиционные блюда делаю. Ну, иногда, допустим, готовлю плов, шашлык. И тогда я использую их вот, да. То есть некоторые думают, что я, конечно, я кушаю только наше, но мне интересно все различные блюда, и я готовлю, и рад готовить. А какое блюдо вам больше всего самому нравится? Любимое есть у вас у повара блюдо? Нет, скорее всего, я все блюда люблю. То есть, знаете, вот сочетание вкусов. Я ищу новые вкусы. И я создаю новые вкусы. Соответственно, я должен полюбить какой-то продукт и из него уже сделать что-то. Вот, и именно, да, свое. И тогда, когда у меня получается, то я влюбляюсь в этот продукт, который я создал. Вот. И много у вас таких продуктов, которые вы создали? Да, много. Ну, практически каждый день что-то получается, иногда что-то получается, иногда что-то не получается. И, ну, двигаемся, то есть не унываем. Вот. Ну, главное не унывать. Да. А я-то всегда думала, что ладно, повара там готовят все. Ну, где-то нашли рецепт, приготовили. А тут, оказывается, каждый сам является автором блюда, да? Да. То есть, возможно, это те же традиционная готовка, но те 30%, которые я говорил, тут это моя работа. Как его подавать, как его рассказать, но не убирая базу саму. То есть жареная рыба должна быть вкусом не лимона, а рыбы. Да. Перец должен быть перцем, допустим. То есть вот этот вкус понятно. оставить, а потом дальше как украшать и с чем его подавать, с какими соусами, на выбор человека. То есть человек выбирает с этим соусом употреблять или не употреблять. Но базовые соуса, в принципе, можно использовать. А базовым какие относятся? Сметана, сливки, молоко, бульоны, вот. Томатная паста. Ну, томатная паста это еще так тебе сказал, потому что, ну, томатная паста, она агрессивная. И, то есть кто-то любит, кто-то не любит. Да. А сливки в основном она наоборот подчеркивает. Выключи, пожалуйста. Так, вот третье блюдо у нас готово, да? Да. Мы теперь его выкладываем Выкладываем на тарелку. и Всё. украшаем, Да, да? и украшаем. Подаем, подача называется. Вот. Давайте голову сюда его положим. А голова, Потом. кстати, оказалась как раз к месту, да? Да. Как без головы Потом было бы опять неинтересно. же соус. Вот это кефир. Ага. Может быть бифацил, может быть сливки. Туда отправляем мы икру. Ну, для Икру кого-то. тоже вот этой, да, ряпушки. Да, это будет соусом у нас Мгм. работать. Перемешали. Вот такой очень хороший вид. Вот. И все заливаем. О, Тут если есть икра киты и так ну, далее. можно любую тогда Да, использовать, ну, да? то есть и маленькая, и большая, она еще смотрится хорошо. Мгм. Вот.
Можно любую, которая есть под рукой, да? Так, еще добавим икру О, это что-то интересное. из укропа. Да? Мгм. Вот. Она сделана на основе агар-агара. Ой, правда, как икра. Она Так будет сейчас красиво. работать как соус. И не подумаешь, что это укроп. Мгм. Вы же Вот. сказали, что она из укропа, да? Да. И из зелени, вот когда у нас остаются остатки, то есть стебеля и так далее, мы из него делаем зеленое масло. Да? Ага. И можем просто вот так Полить. полить хаосно. Добавить еще зелени. То есть нижний мир, средний мир. И все стремится кверху. Да, все стремится Вверх, кверху. Вот. Сюда поставим наш жареный чесночок. Чабрец. Чабрец. Да? Мгм. Вот так будет. И лимончик пускай будет. Польем это лимончиком. Да. Это будет что-то не ряпушка, а что-то невероятное. Потом, знаете, вот как новогоднее настроение. Ага. Или апельсин, или цедра лимона. Вот так, да? Мы просто добавляем, и она вот где-то будет попадаться кусочек, Мгм. а где-то она не будет попадаться. И она будет очень интересного вкуса. То есть, когда, знаете, вот такое, есть такое слово жвачка. Мгм. Мы его жуем 5 минут, а потом как будто вкус теряется жвачки. Теряем. Да. А на самом деле она не теряется. Мозг говорит о том, что все, я понял вот этот вкус, и переключается на другое. И при кушании, почему у нас на столах есть несколько различных блюд. Мы должны кушать и того кусочек, и того кусочек, и того кусочек. И мы будем наслаждаться весь вечер вот этими вкусами. Да, вкусом, который Да. поднимется. А мы только если одно блюдо будет, то мы кушаем одно блюдо, и мозг перестает, да, это вкусно, а потом уже, Да. да. Перестает воспринимать, да? Вот Да. этот как бы И перед едой просто берем и поливаем. поливаем. Вот такое классное блюдо. Очень- Классное блюдо получилось из самой простой ряпушки. Кто бы Да. подумал, что тут на Новый год Мгм. будет смотреться так красиво и Есть? вкусно. Главное. Дорогие зрители, у нас накрыт новогодний стол. Как вы видели, мы уже подготовили холодные блюда и горячие. А теперь Николай нам подробно скажет, еще раз скажет, из чего же все-таки они приготовлены. Потому что Да, здесь получается у нас чонко с мясом сахатова, но это возможно и оленя. Добавили соль, перец, зелень и растительного масла. Все. Здесь получается у нас кровяная колбаса, то есть в другом формате, без кожи и с добавлением тоже мяса. Здесь получается у нас ряпушка. Мы его сначала убрали кости, обжарили, подали его с соусом из кефира. Туда добавили мы икру, вот, и в конце можно добавить лимончика перед едой. Вот. А еще вот один вопрос такой. У нас блюда поданы в таких красивых, как бы деревянной посуде какой-то. ага. Это кто это вам все делает? Это Вот я, эти деревянные это я сам делаю, только из того, что я на нем буду подавать. Я думаю, допустим, не только про еду, а как его подавать, и как было бы людям интереснее. И вот делают такие посуды. М. Это вы, кроме того, еще и мастер, оказывается, делать это все, да? Ну, Это не слишком сложно? не, ну когда ты очень хорошую еду сделал, а его надо подавать соответственно, то я не любитель того, что кого-то уговаривать, кого-то просить. Вот сам сделал, зато от тебя зависит вот сама судьба того блюда. Ну, это вы мастер на все руки. Ну, получается так. Ну вот, Николай, наша передача как бы завершается. Что бы вы хотели пожелать нашим зрителям? Дорогие друзья, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам счастья, здоровья, успехов.
пусть следующий год будет очень классным. И я вам хочу песенку подарить. Сирге таптал, жоңго таптал, бар булуқтағы үрітін, бағарабын сирірдігер сәргері бүтігін, олин бүгін әме еқағамин, келім бұ жарық еғайрылары, олин бүгін әме еқағамин, geldim bu coğrafyaya gayrı boğalarım. Николай, спасибо вам большое за то, что вы приняли участие в нашей передаче. И в новом году мы желаем вам всего самого доброго, чтобы ваши кулинарные способности еще более раскрылись, и успех был бы еще большим, чем сейчас, потому что ваше имя сейчас везде известно, и я думаю, оно только будет дальше продолжать быть известным. В общем, всего вам хорошего, спасибо вам большое. Благодарю. А вас, уважаемые телезрители, я тоже поздравляю с наступающим Новым годом и желаю, чтобы год змеи был к вам благосклонен. Всего вам хорошего, до свидания. Аяврил Биркил. Аят бидекалу упкатя ая хинду хунду галадиров.